Никто не забыт, ничто не забыто. Каждый год в Туле проходит акция под таким названием. Она посвящена подвигу воинов-якутян во время Великой Отечественной войны. В те тяжелые годы сотни наших земляков воевали на подступах к Москве в Тульской области, защищая столицу от фашистов. Отдавая дань тем героическим событиям, якутяне, сегодня живущие в Москве, приезжают в город оружейников. Здесь, на Спасском кладбище, находится мемориальный знак, посвященный воинам-якутянам, которые погибли в кровопролитных боях. В 2020 году, будучи здесь, мы договорились, что, во-первых, найдем фамилии, имена и отчества погибших якутян, потому что к тому моменту мы знали только примерно 40 фамилий. И вот после этого, сделаем памятный знак. Памятный знак поставили в 2022 году. Его автором является художник Юрий Голиков. В центральной части изображен герой Советского Союза Федор Охлопков, наш знаменитый снайпер. Он воевал в другом регионе, но здесь представлен как олицетворение всех несгибаемых якутских бойцов. На плитах по бокам выбиты имена 96 солдат, которые погибли в боях под Тулой. Мы знаем, что они отважные воины. Они сражались и были стрелками, были конниками в коннице Белова. Они были очень мужественными людьми и подготовленные к этим серьезным испытаниям. Мы горды тем, что они, такие отважные люди, в свое время, когда Родина призвала, пришли на помощь и защитили от туляков от нашествия фашизма. Место для памятного знака тоже выбрали особенное. У нас в округе проходят 7 мероприятий, связанные с Великой Отечественной войной. Именно в этом месте, потому что у нас тут братское захоронение, которое мы сейчас реконструируем. Поэтому, соответственно, это часть кладбища, которая посвящена Великой Отечественной войне. В этом плане достаточно все логично. Мы этим гордимся, как Зареченский округ. То, что именно нам выпала такая честь встречать гостей. Это действительно интересно, потому что жить и варить в собственном соку, когда мероприятие межрегиональное, даже причем с республикой, которая действительно географически далека, для нас это необычно и приятно. Уже в 7-й раз в Туле проходит акция «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященная якутским бойцам. В этот раз на торжества приехали 50 наших земляков. Это активисты, общественники, студенты, все неравнодушные к истории люди. У памятного знака они приняли участие в митинге памяти и возложили цветы. Во-первых, это память о наших земляках, участвующих и погибших в Великой Отечественной войне. Это дань памяти, и здесь у нас не должно быть никаких разговоров. Мы, старшее поколение, должны в таких мероприятиях участвовать, чтобы обучать наших детей, наших внуков, рассказывать им. Тем более я могу после таких поездок приезжать домой, рассказывать, где я участвовала, где, у каких могил стояла. И, конечно, вспоминаю и своих родителей. Пусть они не были якутянами, но они участвовали в Великой Отечественной войне. Они ветераны труда. Дело в том, что уже мы несколько раз приезжаем. Мы знаем здесь, как принимают, какие мы все-таки, какие у нас связи большие. Сегодня вообще мне сильно запечатлела встреча с ветеранами, Совета ветеранов городского Тульской области и столетним ветераном войны. Это уникальный случай. Если бы мне не сказали бы 100 лет, я бы сказал ему 80 от силы. Это речь, ветерана войны. Очень взволнован. Такие поездки очень нам нужны, потому что мы все находимся вдали от родины, и я очень вообще горжусь, что мы почтили память своих земляков, которые в далекие 40-е годы пали смертью храбрых здесь. А также мы не только почтили память, мы еще сегодня с молодежью познакомились, которые тоже из Якутии, наши студенты, они тоже занимаются поисками
думаю, вот такие поездки нам очень полезны. Чувствует вот единство народов. В первую очередь мне запомнились люди, как они нас приняли, очень гостеприимно, только нас накормили и также дали подарки. Вот. Все очень хорошие. Я тут уже второй раз посещаю вот город-герой Тулу. Цель нашего визита была почтить память воинам, солдатам, якутян, которые сражались в годы войны. Впечатления очень яркие. Думаю, это очень важно так посещать. Как-никак, никто не забыт, ничто не забыто. А вот в первый раз, когда ездил, можно сказать, просто по объявлению пришел. Вот сказали, вот есть набор на экскурсию в Тулу, кто хочет, залетайте. Вот. А сейчас уже я понимаю, вот насколько это важно, ответственно. Поэтому уже само желание было. Не ждал, когда мне напишут, сам проявил инициативу. Моя фамилия же Башкирев, вот. И там я тоже заметил, фамилия Башкирев там тоже написана, такой, или может быть, не знаю, вот родственник. Причем этот список имен якутских солдат на мраморных плитах памятника будет пополняться. Поисковикам удается находить в архивах новые фамилии бойцов. В этот раз общественности представили документы на 4 воинов. В ходе поисковой работы я занимаюсь историей Великой Отечественной войны вместе с вашими якутскими краеведами, историками. Мы задались целью установить воинов из Якутской АССР, кто воевал на Тульской земле и погиб в 41-45 годах. Один из самых известных якутских воинов, кто погиб на нашей Тульской земле, это капитан Амосов Семен Егорович. Полшага вперед. Похоронку ему отправили в Шарапчинский район Якутской ССР. Дважды награжден. Это большая редкость. А почему вы говорите, что он мог быть генералом? Он был в 1941 году начальник штаба полка. Следующая должность – капитан. Следующий – командир полка, полковник. Все, дальше 3 месяца генерального штаба обучения и все, и командир дивизии. Я сегодня в музее оружия передаю документ на этого героического офицера, якута, который не дожил до победы. А в 17 году к нам подключился Евгений Иванович Барышников, узнав о том, что мы занимаемся поиском, и он подключил свой отряд. Мы начали очень кропотливо работать. Эта работа очень сложная, потому что работать надо с архивом Министерства обороны. И вот каждому, кто у нас сегодня запечатлен на памятнике, 96, они все подтверждены архивными документами Министерства обороны. Вот так что это все достоверно. И вот сейчас эта работа продолжается, но вы видите, какие интересные такие данные находятся о наградах и о местах, где воевали якутяне. Всегда поисковая работа – это сложность. Поэтому было поднято большой архив и поднимается. И прорабатывали архивы не только Министерства обороны, но и архивы в городе Москве, в Санкт-Петербурге. Мы поднимаем историю тех частей и соединений, в которых проходили службу и героически сражались в годы войны воины-якутяне. Как правило, они были в составе 1-го гвардейского корпуса Белова, в составе который оборонял восточные рубежи, южные рубежи, и не дали пройти. Конечно же, это тяжелая работа, но мы будем продолжать, и эта работа будет вестись. И это не первая и не последняя работа. Мы постоянно будем на связи. В Туле особое отношение к Великой Отечественной войне. Это и неудивительно. Осенью 1941 года немецкая армия начала операцию «Тайфун» – наступление на Москву. В бой была брошена знаменитая, считавшаяся непобедимой танковая группа Гудериана. Гитлеровцы быстро захватили Орел, Карачев, Брянск. И казалось, до победного броска остается еще чуть-чуть. Но врага не пропустила дальше Тула. Фашисты взяли город в полукольцо.
В течение 43 дней он подвергался артиллерийскому и минометному обстрелу, воздушным налетам Люфтваффе и танковым атакам. Тем не менее, Тульская линия фронта на южных подступах к Москве устояла. Тула – то место, где были еще битвы, конечно, но враг был остановлен в этих местах на подступах к Москве. Вот, и эта оборонительная операция превратилась в контрнаступление. Это для страны был очень важный момент. И на нашей земле Тульской, как уже было сказано, действительно кровь проливали народы всего Советского Союза. Поэтому разделений не было. Во времена войны в тульских школах были организованы госпиталя. Во многих из них проходили лечение и якутские бойцы. Делегация наших земляков посетила одно из таких учебных заведений. Мы находимся сейчас, можно сказать, около исторического здания, потому что год постройки нашей школы 1936. И в годы Великой Отечественной войны наша школа превратилась в госпиталь. Вместо классов, где учились детки, были оборудованы палаты. Медсестрами, врачами работали бывшие учителя, школьники помогали тоже, чем могли. Где-то устраивали небольшие концерты для тех воинов, которые находились так, чтобы поддерживать их дух, поддерживать их настроение. Вот, прошло много лет, но тем не менее школьники, которые в настоящее время обучаются здесь, они до сих пор помнят о своих предках. А сегодня у нас был необычный, торжественный праздничный день, потому что к нам в гости приехала делегация из Якутии. Для многих детей было таким неожиданным сюрпризом, и для меня в том числе, что мы узнали, что среди раненых бойцов были замечательные воины, жители этого чудесного края. Якутия расположена очень далеко от Тулы, и поэтому тем более ценен нам тот приз и подарок, который привезла нам делегация из Якутии. Это большая... Давайте я ее продемонстрирую, да? Это чудесная, замечательная книга, которая займет достойное место в нашей школьной библиотеке, потому что я надеюсь, что наши школьники узнают много интересного, да, об этом чудесном крае. Познакомиться с подробностями боев Великой Отечественной войны можно и в Тульском государственном музее оружия. Он старейший в стране. Его история начинается еще в XVIII веке. Для якутян здесь провели экскурсию. Современное здание построено в виде шлема русского богатыря. Здесь на 6 этажах представлены экспозиции, посвященные разным эпохам и войнам. Что, я сам кадровый военный, 35 лет носил погоны, поэтому для меня, в общем-то, все это было очень интересно. Все оружие, которое, значит, было представлено сегодня в музее. А музей в Туле – это уникальный музей оружия. Такого музея, наверное, нет ни в одной стране мира. Столько экспозиций, столько образцов оружия, вооружения. Ну, просто я, в общем-то, восхищен тем, что у нас в стране поддерживается еще эта традиция сохранить память о наших вооружениях, начиная с Петра I, который, значит, положил начало, в общем-то, у нас, значит, производству оружия. Это была и необходимость. Тула – это прекрасный город с богатой историей. И частью этой истории являются и наши земляки, воины-якутяне, которые совершали подвиг на поле боя. В следующем году акция «Никто не забыт, ничто не забыто» тоже обязательно состоится. И принять участие в ней сможет каждый желающий, кто будет в эти дни в Москве. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, город-герой Тула.